Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 23 августа 2026 года, 18 часов 2 минуты по Берлину, или 1 минута по Берлину, и уже 2, и 19 часов 2 минуты по городу Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Стрим у нас, как обычно, идет на канале YouTube Reality, на канале в TikTok Аслан Арцуев. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Не пишите комментарии, которые могут как-то вас идентифицировать, и не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные присоединяйтесь, друзья. Сегодняшний свой стрим я назвал «Срочно ФСБ закрывает выезд. Пора мобилизоваться против Кремля». Об этом многом другом мы поговорим, но также для вас у меня есть опросник в чате, в YouTube, где я задаю следующий вопрос. Тотальная мобилизация или тихий донабор продолжится? То есть, как в этом положении, в этом режиме все продолжится. Первый вариант – тотальная мобилизация. Второй вариант – тихий донабор продолжится. Третий вариант – бунт против Кремля. Об этом и многом другом давайте пообщаемся, друзья. Ну, для начала я бы хотел сказать, что происходит на данный момент и происходило на днях только лишь на границах с Россией. Ну вот, например, Верхний Ларс. Всем известный Верхний Ларс. Это граница Грузии с фашистской Россией. И возможно, что 15-18 августа Федеральная таможенная служба фашистской России сообщила о повышенном пассажиропотоке более 19 тысяч человек в сутки 15 и 16 августа и свыше 20 тысяч 18 августа с учетом легкового транспорта. Ведомство отмечало, что цифры выше аналогичных периодов прошлых лет. МВД Грузии эти данные опровергла как дезинформацию. По статистике, за сутки через Ларс выехало в Грузию около 7880 граждан разных стран, а въехало в сторону еще больше, то есть в сторону России. ФТС позже уточнила, первоначально 20 тысяч включали движение в обе стороны. Фактически на выезд из России в Грузию шло примерно 7,8 тысяч и так далее. Очередь действительно были, по сообщениям из чатов, но к 20 августа они заметно сократились. Журналисты на месте и водители говорили, что многие едут к друзьям на отдых и обратно и так далее. Продолжается ли поток сейчас? К 20-22 августа экстраординарных очередей уже не зафиксировали. 23 августа движение больших грузов ограничили из-за погоды. Легковые машины пропускали с перебоями. Массового штурма границ в стиле сентября 2022 года нет. Точных свежих суточных цифр на данном из открытых источников пока нет. Так, слухи о возможной новой волне после выборов в Госдуму 18-20 сентября 2026 года активно циркулировали. Российские официальные лица, Небензя, Медведев и другие террористы неоднократно заявляли, что массовая мобилизация не планируется и не ожидается. Потребности закрываются контрактниками и добровольцами. Часть людей действительно могла выехать на всякий случай из-за этих разговоров, но данные таможни МВД и свидетельства с места не показывают повторение сценария 2022 года. Тогда через Ларс шли десятки тысяч именно бегущих от частичной мобилизации. Очереди длились днями. Итог на сейчас. Был временный всплеск трафика в середине августа. Цифры сильно раздувались, СМИ, поток уже спал. Массового продолжающего бегства через Верхний Ларс и другие пункты по состоянию 23 августа 26 не наблюдается. Ситуация может быстро меняться. Следите за официальными сводками ФТС, МВД Грузии и местными чатами о границе. Но в связи с этими сообщениями, которые мне дает ГРОК, искусственный интеллект ГРОК, можно предположить следующее. Дело в том, что Федеральная таможенная служба – это то же самое террористическое учреждение, которое занимается сохранением действующего режима.
И то, что они завысили эту цифру, это может быть сделано специально, чтобы поднять, знаете, панику у населения. И может быть это сделано для того, чтобы посмотреть, как будут люди реагировать. Все побегут, а потом скажут, да нет, никакого уж призыва нет. И потом все остановятся. Скажут, ну да, в дураках оказались, собрались, поехали и так далее, а на самом деле никакого выезда нет. С другой стороны, минутку. Извиняюсь. С другой стороны, можно предположить, что это такая вот подготовка идет общественного мнения к тому, что будет тотальная мобилизация и так далее. Но раз они об этом заговорили, нужно предполагать, что, скорее всего, она состоится, эта мобилизация. Но уже поступает информация, что они перекрывают разным категориям лиц, которые стоят на учете, которые имеют боевой опыт и так далее. И они могут этих людей не пропускать. Вот поступает там разная информация, в том числе из открытых источников. Как-то так получается, друзья, ситуация. Есть вопрос, попробуйте ответить на него. Так, пока 62% говорят, что тотальная мобилизация будет, тихий донабор 25% и 12% бунт против Кремля. Так что, друзья, присоединяйтесь. Также почти 140-138 человек нас смотрят в ТикТок. Также вы тоже можете принять участие в этом вопросе. Еще раз, будет ли тотальная мобилизация или тихий донабор продолжится. Тотальная мобилизация, первый вариант. Второй вариант, тихий донабор продолжится. И третий вариант, бунт против Кремля. Можете тоже принимать участие. И тот, кто сейчас смотрит, могут тоже принять в этом участие. Так, секунду. Да, Рамштайн. Точно, они станут родителями. А онкологам и детям-инвалидам как? За рубеж будут выпускать? Все зависит от возраста этих детей. И, конечно, если есть у человека онкологические документы, что он болен и проходит курс лечения, то, я думаю, таких забирать пока точно не будут. Потому что, такой необходимости пока нет. Потому что еще есть очень много студентов, очень много других товарищей. Но так, по большей части, очень удобно, как поговаривают злые языки, что очень удобно будет забревать всех студентов. Студенты считаются, они и молодые, сейчас очень много стариков, там разных бомжей, бичей, зэков, всех уже отправили. И сейчас основной акцент будет делаться, скорее всего, на студентах. Их будут забирать, потом как будто им льготы предлагать там и так далее, потом после того, как они вернутся, если они, конечно, вернутся. Поэтому такая пока может быть ситуация. И в случае, если перекроют границы, то, скорее всего, другого выбора у людей не останется, как пойти просто мобилизоваться против Кремля. Но война останавливаться пока не будет, потому что, вообще она не будет останавливаться. Дело в том, что для Путина и для ФСБ это жизненно важно. Жизненно важно, в конце концов, они готовы на то, чтобы просто мужское население России все погибло. И после этого они будут чувствовать себя в безопасности. И несколько тысяч головорезов, которые там у него ФСО, там разные ЧВК, разные свои, они будут их защищать. И таким образом фактически они избавятся от армии. От армии они как избавляются, как мы уже видели.
Дело в том, что, помните, вот этот так называемый мятеж Пригожина ничем иным, как инсинуацией, провокацией это назвать нельзя, потому что это была попытка, и она, скорее всего, была удачной, хотя, наверное, не все попались на этот крючок, по выявлению российских военных, недовольных действием Путина и вот его клики. Поэтому тогда им это удалось сделать немножко и припугнуть тех, кто не повелся на этот так называемый мятеж. Но идет работа по тому, чтобы россияне, которые уже ушли на фронт, держались там, ну и до конца, так сказать, до конца. Потому что для Путина, который пришел к власти, Путина, Патрушева, который пришел к власти, взорвав своих же граждан, хотя они их взрывали и до Путина, еще автобусы, троллейбусы, метро, там много было террористических актов, которые приписывались чеченцам, а на самом деле совершались российскими спецслужбами. Мы помним случай, когда сотрудник ФСБ при закладке бомбы через реку Яузу, 95-й, по-моему, или 4-й год это был, подорвался, и тогда мы узнали, что это сотрудник ФСБ. И из банды Лазовского, так называемая, тоже ФСБшная банда, ФСК тогда это называлось. Ну и вот взрывы домов 99-го года тоже нам стали известны после того, как были задержаны в Рязани при попытке подрыва 5-го дома, после того, как взорвали дом Буйнакский, скоро, кстати говоря, годовщина будет. Буйнакский дом взорвали, потом 2 в Москве, 1 в Волгодонске, и затем была попытка подрыва дома в городе Рязани. И тогда были задержаны двое мужчин и 1 женщина, очень похожих на Гиркина и Бородая. Есть такой, да, деятель. По-моему, Бородай его зовут, если я не ошибаюсь. И там еще 1 тетка с ними была. Они все были задержаны. И, по-моему, дамочка не была задержана, или, по-моему, все были задержаны. И потом уже, когда стало ясно, что они звонили с Рязани на конспиративную квартиру в Москве ФСБ, и потом, когда вышел Патрушев и сказал, что это были учения, и там был сахар, взрывчатки там не было. То есть до этого 4 дома взорвались, потом проводятся в Рязани учения, задерживаются сотрудники ФСБ, и потом выясняется, что это учения все-таки были. Вот если бы не было 4 взорванных дома до этого, можно было бы поверить, да, допустим, поверить. Но и после этого сами эти учения, которые Рязанская УФСБ и Рязанское МВД вели следствие, вначале они возбудили дело по статье «Терроризм». Изначально, представьте себе, они не знали, что учения у них там проходят. И потом переквалифицировали уже на учения, там никакого терроризма там нет и так далее. Никто не знал, оказывается, просто никто не знал. И тогда россияне, да, это тоже очень интересный момент, который для истории нужно знать. Да, может быть, когда-нибудь россияне осмелятся и смогут говорить правду. И вот когда они будут говорить правду, им придется услышать одну нелицеприятную правду. Хотя я думаю, подавляющее большинство, кроме троллей, которые мне здесь пишут, подавляющее большинство россиян, русских, они знают, что их взрывало их ФСБ. И они как огня боятся этого ФСБ и своей власти. Дело в том, что есть такой Пивоваров, у него было вот это расследование на его канале, и там просто десятки, по-моему, тысячи комментариев было, где люди писали, что да, мы знаем, мы теперь понимаем и так далее. И даже тогда некоторые понимали, особенно люди, которые были во власти. Также была комиссия специально создана, не из чеченцев, как вы понимаете, а из русских, которые были убиты, умершвлены ядами, разными способами. Щекочихин был убит, потом Литвиненко в Лондоне был отравлен радиоактивным полонием. Короче говоря, много-много было таких эпизодов, и люди просто заткнулись. Там, по-моему, один бывший ФСБшник Трепашкин еще где-то трепыхается по этому поводу. И, кстати говоря,
ему небезопасно, я так скажу, да, потому что находиться там и говорить такие вещи. Но, и причем он чеченофоб, кстати говоря, чтобы на всякий случай, других там не бывает, да, и фашист, соответственно. Но при этом он, конечно же, говорит правду. Это тоже нужно признать. Хоть он из банды людоедов, ФСБшников. И убивали людей, же не просто так убивали, правильно? Есть и факты, есть доказательства, есть, и все знали. И дело в том, что как это все произошло. Нужно подробно это рассказать. Я еще раньше об этом говорил, но еще буду делать об этом ролики и рассказывать уже ближе к сентябрю. Буду рассказывать о том, как происходили эти взрывы. Дело в том, что 17 июля 1999 года Россия, нарушив договор о мире и принципах взаимоотношения, заключенный между Чеченской Республикой Ичкерия и Российской Федерацией, вторглась на нашу территорию, грабила жителей, которые жили на границе, снимали золото женщин, угоняли скот. Ну, как русские обычно и делают. Правда, они потом всегда говорят, что мы такие, хотя на самом деле это исконно их методы ведения. Мародерство, грабеж и так далее. Банда, армия грабителей и бандитов. И 17 июля 1999 года, когда они вторглись, 10 дней наш парламент Чеченской Республики Ичкерия пытался связаться с Москвой, пытался их образумить и так далее. Они пересекли границу, убили 2 пограничников, грабили, как я уже сказал, и как бы захватили КПП, продвинулись на нашу территорию. И только лишь через 20 дней Шамиль Басаев пошел в эту спасательную операцию по освобождению российских населенных пунктов в Дагестане, Чабан-Махи и Карамахи. Дело в том, что жители вот этой Чабан-Махи и Карамахи, некоторые дагестанцы проживали в Чеченской Республике, Ичкерия. И когда война закончилась, первая русско-чеченская, русские власти, местные власти попросили их вернуться. Сказали, что вы у чеченцев там сидите, возвращайтесь, мы вас не тронем, война закончилась, мир заключен, никаких вопросов нет. А они были как бы религиозным вот этого направления, товарищи. И у них был договор подписан с Шамилем Басаевым, что в случае помощи, необходимой друг другу, что мы, народы Кавказа, будем помогать друг другу. И Шамиль Басаев с ними подписал этот договор. И они вернулись себе в Дагестан, в Россию. И Степашин, директор ФСБ, а потом министр внутренних дел, заявлял о том, что у нас свобода вероисповедания. Ельцин говорил, это такие симпатичные бородачи, что там у них нет алкоголя. Видимо, у Ельцина это больная тема была. И реально все, что там было, как жили 1000 лет эти дагестанцы в этих населенных пунктах, в горах, так они и жили. Единственное, по-моему, там водка не продавалась. Вот весь шариат, который они там установили, как жили они, никому до них дела не было и раньше, соответственно, и позже. Но это была спецоперация, которую готовили для того, чтобы обвинить чеченское руководство, чеченское государство, чеченский народ в нападении, обратите внимание, после 2 лет тяжелейшей войны, когда Чеченская Республика полностью была сравнена с землей, убито там по первую русско-чеченскую около 120 тысяч наших граждан, просто нищие, обездоленные, просто находящие в тотальной блокаде, информационной, экономической, политической и во всех смыслах, находящаяся в блокаде Чеченская Республика Ичкерия, напала на ядерную державу. Просто как факт, как анекдот вам можно рассказывать и смеяться над этим. Если бы это не было бы жизнью, к сожалению, трагической жизнью наших кавказских народов. И когда эти люди, дагестанцы, вернулись к себе, их окружили и начали планомерно бомбить и уничтожать, обстреливать артиллерию. Просто своих граждан, это ваххабиты, исламисты, там туда-сюда и так далее. И тогда те попросили помощи. Сказали Шамилю Басаеву, у нас договор, ты обещал помочь, нас бомбят, помогите нам, женщин, детей вывести. Мы готовы сражаться с ними, но мы хотели бы вывести своих детей, женщин и детей. И Шамиль Басаев, на тот момент не занимающий никакую должность, абсолютно, доброволец на тот момент,
Он не был в правительстве Масхадова. Он был и ушел в отставку и находился уже как бы вне политики, не государственного управления. Не в политике, а вне государственного управления. Соответственно, это никак не могло считаться казусом белли. Более того, Россия планировала затянуть этих людей в Махачкалу. Россия, когда Басаев с добровольцами, он сделал клич. И сейчас я понимаю, что очень много ГРУшников, военных агентов внутри нашей страны, ФСБшных агентов, вот с такими бородами, честное слово, я не преувеличу. Их бороды были вот ниже пупка. Вот эти все товарищи, потом мы теперь видим, кто эти люди оказались. Это были самые мусульманистые мусульмане, самые радикалистые радикалы, самые антироссийские антироссияне они были. И тогда они поднимали такой ажиотаж. Это был Ахмед Закаев, это был Маулади Удугов, который фактически должен был, как ресурс информационный, сообщать о том, что как правильно происходит, не навредив ни этим добровольцам, ни Чеченской Республике Ичкерия. Но именно Удугов говорил, что нам начальники говорят строить комбайны, мы не будем собирать комбайны, мы в 21 веке первыми нападем не на русских, не на оккупантов, которые убили нас, 120 тысяч вот в первую русско-чеченскую, а на кафиров. То есть на 8 или 7 миллиардов людей, они все 8 миллиардов, вот на них Удугов собирался нападать. И это все потом крутили тут на Западе, это крутили на российских каналах, показывали, как Удугов нападает первым на кафиров в 21 веке. Хотя 21 век еще тогда не настал, но вот он решил немножко это для громкости, видимо, сделать. И сразу же развернулся и драпанул. Видимо, в Москву, может быть, в Турцию, где он там ошивался. Но человек античеченский, абсолютно, стопроцентно. И работает во вред. Нанес колоссальный урон чеченскому народу. Ну, то, что было, то было. И тогда русские, понимая, что добровольцы все-таки идут, пошли добровольцы чеченцы, пошли помогать своим братьям-дагестанцам. И они пробили коридор, и русские отступили. Об этом говорил Шамиль Басаев. Он сказал, что наша задача была их оттеснить и дать коридор, выйти людям. Нам это очень легко удалось, он сказал. И, по всей видимости, русских был план, чтобы они будут идти, делать вид, что они бегут, боятся, и заманить их в Махачкалу. И вот тогда уже можно было бы представить, что вот там уже и Дагестан можно было бы сравнять, Махачкалу сравнять, тоже пограбить. Старая русская традиция, грабить, мародерничать, старые бэушные унитазы таскать. И вот, им это не удалось, Шамиль Басаев переиграл их, пробил коридор, вывел женщин, детей, и они просто ушли обратно. И вот тогда произошел прокол. План столько готовили и так далее. Но у них был для этого план «Б». Дело в том, что сразу же, через буквально какое-то время, происходит взрыв дома семей дагестанских военнослужащих в Буйнакске, дагестанский город Буйнакске. К сожалению, дагестанские российские военнослужащие проглотили это, утерлись, сопли размазали и пошли топить чеченцев в крови. Хотя взрывали их не чеченцы, взрывали их российские спецслужбы. И потом в Рязани мы уже узнали, что это были российские спецслужбы, за этим стоят. Следующий взрыв, это было нужно сделать, чтобы связать Басаева с этим взрывом, потому что он был только что в Дагестане, провел спасательную операцию успешно. И нужно было связать, что вот Басаев, которого они побили, хотя на самом деле не побили, там остались чеченцы, добровольцы, которые решили умереть, сразиться и умереть. А остальные ушли, вернулись в Ичкерию. И Буйнакский был первый взрыв, дом военнослужащих, как я уже сказал. Затем было 2 взрыва дома в Москве, на Каширке, на Гурьянова. Говорят, Трепашкин, например, тот же ФСБшник, про который я вам говорил, он говорил, что и 3-й дом должен был быть взорван в Москве. Нашли взрывчатку, обнаружили и удалось предотвратить, но это потом не придали этому огласку. Видимо, ФСБ заметало следы. Если бы это были бы
раскрытый террористический акт, попытка, которая была осуществлена чеченцами, то, конечно, бы от нас этого не скрывали бы. Это тоже косвенно, дополнительно доказывает о том, что за этим стояли российские спецслужбы. Затем Москва, соответственно, Москва, столица, журналисты, иностранцы, все живут в Москве. И, конечно же, ажиотаж, чтобы на весь мир нужно было привлечь внимание. Смотрите, какие чеченцы, мы им дали свободу, как они нам рассказывали. Хотя они 17 июля пересекли границу, убили наших пограничников, грабили наших граждан, живущих на границе с Дагестаном. Затем, после этого ажиотажа, это, видимо, не произвело должного эффекта. Ну, с интервалом 3 дня происходили взрывы. Все, наверное, помнят это время, кто жил в то время. Всегда спецслужбы, российские ФСБ, они интервалом 3 дня делают. Видимо, чтобы информация усвоилась, шок, чтобы чуть-чуть большее, видимо, воздействие производится. Ну, наверное, психологи у них там сидят, они лучше знают, как это работает. В итоге следующий дом был взорван в Волгодонске, уже 4-й дом, который непосредственно был взорван. И, как выяснилось, в Волгодонске находится Ростовская атомная электростанция, Волгодонская атомная электростанция. Она находится в 17 километрах, представьте себе, от места взрыва этого дома. То есть, и эта атомная электростанция ближе всего расположена к Европе. То есть, если бы ее взорвать, наверное, здесь своя агентура в Европе тоже начинала, и на Западе полностью, начинала подниматься, то если взорвать вот эту атомную электростанцию, то облако радиоактивное и все остальное могло спокойно добраться. Ну, целая катастрофа была бы, экологическая и вся остальная. И, видимо, с этой целью здесь на Западе объясняли, смотрите, это исламские радикалы, которые отмороженные, фанатики, которые ничего не понимают, никаких аргументов не приемлют, да, ничего не хотят ни слышать, ни понимать, быстрее попасть в рай хотят и так далее, быстрее сами убиться и других убить. Ну, как всегда нас представляла фашистская пропаганда. В итоге это немножко заткнуло голоса, которые были против того, что делает Россия, кто понимал. И у тех, кто был за Россию, у них появились аргументы утверждать, что вот, смотрите, чеченцы туда-сюда пытаются, рядом уже с атомной электростанцией в Волгодонске проводят вот такую вот операцию. И в Рязани вот этот прокол, да, с рязанским сахаром, так называемым. Это всем известный факт. Это не только я об этом говорю, об этом говорят люди очень разные, в том числе русские патриоты, русский ФСБшник, Литвиненко, русский ФСБшник, Трепашкин. Ну вот эти товарищи все об этом говорят. Многие погибли, многие убиты, кто об этом говорил. Но факт остается фактом. Они об этом говорили с доказательствами. Куча доказательств. Есть видеозапись, где Селезнев, тогда председатель парламента Российской Федерации, заявляет, за 3 дня до взрыва в Волгодонске, он говорит, что сегодня взорвали в Москве, по-моему, если не ошибаюсь, и он говорит о том, что взрыв произошел в Волгодонске. То есть за 3 дня. И через 3 дня в Волгодонске реально происходит взрыв. И есть стенограмма в Государственной Думе, где он это говорит. И Жириновский, понимая, что это его шанс, заявляет, а как это, уважаемый Геннадий, как-то его там Селезнев, скажите, как так получилось, что вы сказали за 3 дня до того, что взрыв произошел, что вот есть взрыв. Я полагаю, Селезнев пытался предупредить общественность, понимая, что происходит. Я думаю, они сами были в ужасе. Вот эти разные чиновники, большие генералы, там какие-нибудь политики и так далее. Я думаю, они были в ужасе, что происходит. Потому что это просто так не кончится. Это не просто убийство 307 людей и потом последующий геноцид чеченского народа. Это не просто даже это. Это то, что навеки вечный русский народ, российский народ, глубинный, думающий, не быдло, алкашня, а думающий, которые реально двигают эту нацию, это государство, они разочаровались.
Они поверили, что они имеют дело со злом. Все, они не будут служить этому, искренне не будут служить этому государству. Никогда. Никогда до конца он не выложится фанатично, преданно, искренне после этого. Вот что самое. То же самое касается 11 сентября. 3000, около 3000 человек погибло тогда. После этого, после начатой войны, после этого погибло около 4,5 миллионов человек. И гражданских, и военных, и много чего произошло. Колоссальные деньги были потрачены. И американцы разочаровались в своем государстве. Это самое страшное, когда ты не веришь в свое государство, когда ты считаешь его враждебным себе, оно таковым является по факту, потому что оно не расследует это преступление. Преступление должно быть расследовано, виновные должны быть названы и наказаны в соответствии с судом. И этого всего не было сделано. Ни в Америке этого не было сделано, ни в России этого не было сделано. В итоге получили, в России на 75 лет засекретили вот эти рязанские учения. Представьте себе, это первый террористический акт, который российская ФСБ засекретила на 75 лет. Невероятно просто. Ни в Америке этого не было сделано, откладывалось там, хотя комиссии были вроде, кажется, такая демократическая, свободная страна. Так они ничего и не добились пока, американцы. Хотя сейчас об этом опять начали говорить. Но ничего не добились. И это, это страшно. Страшно, когда твоя страна, твое правительство, твои спецслужбы, которые по Конституции, по закону обязаны тебя защищать, они тебя взрывают. Понимаете, когда ты находишься под оккупацией иностранной державы, когда ты видишь, что эти люди говорят на другом языке, когда ты знаешь, что они тебя ненавидят, что они только что убивали тебя, ты понимаешь, что даже если ты лоялен, ты понимаешь, что в любой момент тебе может прилететь. Но когда твоя спецслужба, которые там клянутся, когда дают присягу, клянутся там на Конституции, еще что-то делают, потомственно являются сотрудниками, да, династии целой, военные, там, спецслужбы, там, еще где-то как-то. Если вот эти люди начинают тебя убивать, спящего, с детьми, с женщинами в своем же доме, самое последнее убежище это твой дом. И если, все, это полное разочарование. Полное просто. Ты, как после этого верить всему этому? И даже кто-то не говорит об этом, но вот мы же все знаем прекрасно, что россияне знают, кто это сделал. В душе это сидит. Да, ты понимаешь, да, они могут. Да, не буду-ка. То есть ты талантливый можешь быть, ты можешь быть сильным, смелым, умным. Ты можешь очень многое сделать для своего народа, для своего государства. Но ты не делаешь этого. Потому что либо ты должен стать вместе с ними в ряд, стать людоедом, либо ты отказываешься и идешь в какое-то другое бизнесом занимаешься, там, чем угодно, спиваешься в конце концов, понимая, насколько бесполезно драться с этой системой. И вот произошел вот этот рязанские учения, так называемые, где ФСБшники были задержаны. И вот мы предстали, и тогда Россия, русский народ, к вами обращаюсь, которые так гордились, какие они великие, как они добились свободы, демократии, развал Советского Союза, как они тут реально отчасти это было правдой. На самом деле были люди, которые талантливые были, которые искренне верили, горели идеей свободы, демократии и так далее. И первая русско-чеченская война, она была непопулярна среди русских. Она настолько была непопулярна, что русские, вот эти ФСБ, они войска вынуждены были вывести свои войска с нашей территории. Потому что мы, чеченцы, были едины. Потому что мы знали, за что мы боремся. Русские, россияне были за нас, фактически за нас были. Поэтому вот так называемый НТВ, да, фашистский просто канал, который, казалось, говорит правду. Он говорил 90% правды. Но вот эти 10%, они так искусно, так цинично подтасовывали, что это был вред колоссальный. И понимая, что русский народ не поддерживает эту войну, да, ни за какие деньги они не пойдут. Вот сейчас, смотрите, просто превратились в скотов людей.
Просто им без разницы. Еще украинцев братьями называют. Более того, представьте себе, там русских живет огромное количество в Украине, а украинцев братьями называют. И эти люди, ну просто ну как их людьми называть просто? Да? Нельзя называть людей не людьми, животными нельзя их называть. Ну как после этого? А это была деградация всего того, что происходило. Вывели войска, взорвали свои же дома. Некоторые россияне просто отказывались верить абсолютные факты, что ваши спецслужбы вас взрывают, ваших женщин, детей, не просто кого-то там, своих там военных обстреляли и сказали, что это чеченцы. Самая незащищенная часть общества, слой общества, женщины, дети. Причем дома взрывались в самых бедных районах, чтобы они не могли себя защищать, чтобы они не могли адвокатов нанимать, чтобы это были неграмотные, бедные люди. Понимаете? И после того, как в Рязани поймали с поличными 3 ФСБшников, 2 мужчин, 1 женщину, а это почему было в Рязани сделано? Волгодонская атомная электростанция. В Рязани было сделано, потому что там самое большое количество военных учреждений образовательных, военных складов, понимаете, военных баз. То есть те люди, служащие в Рязани, они должны были топить чеченцев в крови. Понимаете? И несмотря на то, что ФСБшники были задержаны, они пошли топить. Понимаете? Не на Кремль пошли, а пошли убивать чеченцев. Понимаете? Насколько просто люди... Тогда, русские, вы сломались. Тогда вы предали сами себя, не нас. Мы дрались, русские. Дудаев, Джохар, которым, кстати говоря, и вы гордились когда-то. Которые считали, что он оплот демократии, свободы. Пока потом 2-3 года, потом пока ваши на нас не напали, и мы не стали против вас уже врагами. И мы защищали вашу свободу, вашу демократию. Шамиль Басаев, которого вы объявили глобальным международным террористом, который никогда не имел отношения ни к какому глобальному террористу, и воевал только против оккупантов русских, российских, которые к нему пришли. И не воевал ни против Америки, ни против Запада. Все это чушь собачья. Этот Шамиль Басаев защищал Белый дом вместе с другими чеченцами, демократию защищали. Когда ваши власти расстреляли 6 тысяч ваших же москвичей и других россиян, которые защищали демократию. Тогда там был Шамиль Басаев. Дудаев был полностью на вашей стороне. У вас не хватило ни ума, ни мужества, ни силы организоваться, собраться и сказать нет. Но первую войну хватало все-таки людей, которые все-таки говорили. И тогда вывели войска, нам внедрили радикальный исламизм. Мы мусульмане. Нам не говорили, что вот этот радикальный исламизм, который потом так ваххабист туда-сюда нам рассказывали. Нам не говорили, что эта идеология, она за то, чтобы убивать всех немусульман. Понимаете? Не было этого. Просто нам говорили, что КГБшные муллы, это КГБшные муллы. Вот чистый ислам. Вы же мусульмане, да. А вы слушаете КГБшников. Вы ходите в мечеть КГБшникам. И вот был протест чеченцев. Мы отказывались от этих КГБшного, от этих их трактовки ислама. И мы думали, что Саудовская Аравия, какие-то арабские вот эти страны, которые оказались холопами просто цепными псами и Запада, и России. Да, которые нам внедряли, вот эти, хотя не все государства, там агентура делала под видом, они нам засылали. И нас начали представлять какими-то радикальными исламистами и так далее. И вот тогда начал происходить перелом и в сознании россиян, и знаете, он в сознании нас, самих чеченцев, начал происходить. Нам рассказывают о том, сейчас Такер Карлсон сидит и рассказывает, что он раньше верил, представьте себе, человеку 50, сейчас 5 лет, 20 лет назад ему было 35 лет. Он говорит, я верил, что там миллиард мусульман хотят убить всех американцев. Я не понимаю, как может 35-летний, 30-летний мужчина, журналист, там, образованный человек считать, что все мусульмане враги. Я думаю, он лукавит. Лукавит, что тогда он не знал этого. Но тогда реально они накрутили американцев, что мусульмане опасны, там надо воевать там, и так далее. И Америка пошла воевать тогда по всему миру.
Так вот, они тогда обманули не только американцев, нас, мусульман, тоже обманули. Мы тоже поверили, что это сделала Аль-Каида. Мы тоже думали, что да, это Аль-Каида заслуживает того, вот эти радикальные исламисты заслуживают того, чтобы их уничтожили за то, что они сделали с Америкой. Потому что это было гражданское население. Нельзя ни при каких условиях убивать гражданское население. Это фанатизм, это фашизм. И мы, мусульмане, молчали. Понимаете, мы думали, что Америку незаконно обидели и помогали Западу, надеялись, верили, что да, ну и так далее. Что вот какая-то группа террористов, потом в Афганистане, потом в Ираке. Короче говоря, все там Сирия, Сомали, где там еще только американцы не побывали. То же самое начало происходить и в оккупированной Ичкерии. Хотя мы, чеченцы, знали, что взрывы домов 99 года совершены не нами. Они совершены спецслужбами. Мы быстро уловили, потому что 2 года до этого мы уже видели рыло. И еще 3 года межвоенное время мы увидели рыло российской военщины, российской вот этих спецслужб. Истинное их рыло. И внедрив нам туда вот этот радикальный исламизм, просто он не был радикальным. Я сам свидетель, я все это видел, я находился там, я общался с людьми. Это не было абсолютно, это была самая добрая религия, которую вы когда-нибудь слышите. Это ты должен был быть самым добрым человеком к животному, к соседу, к другу, к любой религии, к любой национальности. Вот как это преподносилось в начале. Сейчас они меня за то, что я там американскую кепку одену, они меня такфирят, там, расстрелять, казнить, там, за то, что я Израиль поддержал после 7 октября, за это меня расстрелять. Вот что они говорят. А тогда этого близко не было. Тогда вы что, как это такое? Если бы нам такое говорили бы, мы бы послали бы далеко и надолго. Понимаете? Это поэтапно, медленно происходило. На площади расстреляли людей. Вот зачем? Зачем расстреляли вот этих людей? Вот объяснить, кто-нибудь может мне объяснить? Да, это убийцы были, это особо жестоким способом убили людей. И по решению суда им вынесли смертную казнь. Смертная казнь в Чеченской Республике существовала. Так какого перепуга на площади расстреливали этих людей? Для чего это делалось, как не для дискредитации чеченского руководства, Аслана Масхадова и так далее. И в том числе которого нет, к сожалению, он уже ответит за все свои ошибки перед Всевышним, Аслан Масхадов позволил этому произойти. И другие люди там этому позволяли. И вот таким вот образом и российское общество довели до состояния, что они уже видели на площади, расстреливают каких-то бандитов, да, преступников по решению суда. Но при этом, при всем, мы, чеченцы, тоже в шоке пребывали. Вот как приняли чеченцы ислам? Вот сегодняшние историки нам рассказывают интересные факты. Чеченцы всегда были единобожниками, то есть верили в одного Бога. И христианство через нас прошло, мы тоже часть принимали христианство. До христианства мы очень древний народ, жили опять же как единобожники. И вот пришел вот ислам к нам. Некоторые уже давно приняли ислам, но большая часть населения не принимала ислам, жили, как нохчи, как чеченцы, поклоняясь единобожию. Вот это самый основной постулат во всех религиях, и у нас он всегда был со времен Ноя. И в это время нам предложили, вот сказали, смотрите, религия, которая идет реально от пророка, от посланника Бога, Мухаммада, мир ему. И у нас произошел Мехкел, совет старейшин, ну не совет старейшин, это как-то... Это заседание, это конституционное заседание, можно сказать. На этом конституционном заседании, можно так выразиться, присутствовали наши соседние, наши братские народы, которые и дагестанцы, и другие, черкесы, другие. Все, это был большой народный сход. И там было принято решение, что да, нас устраивает эта религия, она абсолютно не противоречит нашим канонам, нашим принципам. Единственное, что мы не примем, это отрубание рук, наказание палками и так далее. Потому что в чеченском обществе физическое наказание, оно неприемлемо. Было, по крайней мере. Неприемлемо было.
Так вот, для нас было дико, унизительно, когда клали вот людей и говорили, вот так надо палкой бить по спине за то, что он выпил водку. Понимаете? Но так как это идет от Бога, люди просто терялись. Ну что сейчас против Бога восставать? Ну, руководство же знает, ну раз вводят, ну терпели, не очень довольные были. Очень недовольные были люди, но терпели. И когда началась вторая русско-чеченская война, чеченский народ уже не поддерживал эту войну. Да, было очень много так называемых рекламных боевиков, да, тикток войсками их называют. Они есть в Украине, они есть на России. В Украине это в первую очередь, конечно же, там русский добровольческий корпус, там легион, там и вся эта вот эта тикток войска. Ну и с другой стороны, вы тоже все это знаете, какие там имеются. И некоторые сожалели, что в первую русско-чеченскую не успели принять участие. И вот оказались все на войне. Очень много людей оказалось на войне. И это был просто геноцид. Геноцид. Лидеры были за эти 3 года. Очень много лидеров у нас было убито. Под разными соусами, под разными постановами. Авария, где-то там случайно выстрелил, там, где-то там граната взорвалась. Там. Вот таким вот образом убивали людей. Лидеров. Сейчас в Украине же появились лидеры. Мы же видим все. На любой и на России они 100% появились сейчас. Ну, их затыкают деньгами, затыкают страхом, затыкают. А у нас не было ни в Украине, ни у нас ни страха, ни денег. Все на совесть, за совесть воевали. Я не про политиков украинских, а про военных. И в итоге получилось то, что фактически вторую русско-чеченскую войну мы вступили без тех лидеров, которые могли бы много что сделать. Мы вступили разделенные уже. Какой-то радикальный исламизм, потом какой-то КГБшный исламизм и чеченство, нохчалла, как это у нас называется. И вот дезориентация полная. И одновременно с этим у нас не было фактически ни одного ресурса информационного, кроме вот этого Мавлади Удугова, которые русские, уже завербовав, купив его или там запугав, называли его, он единственный победил российскую пропаганду. Типа он один Мавлади Удугов одолел всю российскую пропаганду. То есть ему делали такое имя, возносили его. Понимаете? А это оказался абсолютно античеченский, враг чеченского народа. Абсолютно. Вот так мы пришли к тому, к чему сегодня мы пришли. Понимаете? До 2008 года нам хватало сил их удерживать. Потом они уже как бы зачистили территорию, ввели нам исламский, вот этот кавказский имарат, Докка Умаров, который тоже находился под давлением, под влиянием. Хотя абсолютно он не был их человеком, но ему вот через Мавлади Удугова, через якобы наших друзей-сторонников там подбрасывались разные идеи. И в итоге началась война против Грузии. Уже когда они осмелели, когда сил поднабрались. Затем мы знаем, что была Сирия, где они тоже учения, помните. И деградация русских уже произошла. Уже все. Это процесс, который не остановить. То есть на глазах всего мира русские спецслужбы взорвали русские дома, русских женщин и детей, спящих в своих жилых домах. Совершили геноцид, страшнейший геноцид. Об этом много кто говорил. Запад писал. На России были журналисты, которые говорили, писали. И в итоге получилось так, что все это проглотили. И Запад, Билл Клинтон, Джордж Буш, вся вот эта верхушка, всего Запада, просто признала факт, что да, чеченцы это международные глобальные террористы. То есть у всех были свои названия у террористических группировок. Хамас, Хизбалла, там какая-то Аль-Каида, какие-то талибы. А у чеченцев была целая нация террористы, чеченские террористы. Понимаете? И весь мир это принял. Принял, что вся нация террористы. Русские генералы прямо по телевизору говорили. От 10 до 60 лет они все террористы. Женщина, которая родит террориста, она тоже террорист. Она еще никого не родила, она даже замуж не вышла. Она уже террорист, которую нужно уничтожать. Это ваши русские политики, ваши русские генералы говорили. Товарищи русские, товарищи россиянцы. Понимаете?
Вот что произошло. Вот поэтому мы пришли к сегодня ситуации, когда, называя украинцев братьями, вы идете их убивать, и уже никто не удивляется этому. Вы больше, чем сделали с чеченцами, вы пока с украинцами не сделали. Потому что вы по зубам получили. Достойно, очень сильно. В Буче вы попробовали. Почему вы попробовали в Буче? Потому что вы прорвались под Киев, до Бучи, до вот этих территорий. И уже как будто украинцы бегут. Все, паника там. И да, кто-то бежал, была реально паника. Гражданское население боялось. Но были сыны и дочери, которые шли в обратную сторону. На врага шли. И вот в этот момент вы применили свою любимую тактику, которую вы почти в каждом населенном пункте Чеченской Республики Ичкерия применяли. Самашки, Алды, много-много где. Вы просто вырезали там людей. Просто взяли, массово их вырезали. Потому что этот слух должен был дойти до Киева. Это так вы делаете. Вы так в Самашках делали, чтобы всю Ичкерию запугать. Просто женщин, детей вырезали. Беременных женщин спаривали животы. Больного человека из огнемета обливали бензином или из огнемета расстреливали на койке. Не можущий встать человеку, просто сжигали себя в постели. Это был шок для нас. Мы не привыкли так воевать. Мы не думали, что вы, вчерашние наши советские граждане, наши сограждане, будете так нас убивать. У нас в голове такого не было. Понимаете? И это был шок, реальный шок. Но этот шок не сломал нас. Просто мы увидели, с кем мы имеем дело. И поэтому вы не удивляйтесь, когда мы не будем с вами. Вы сделали все возможное, чтобы с нами не быть. А те, кто за вас сейчас, тот, кто сейчас за вас, они продали это все. Им те 2 копейки, которые вы им платите, они для них оказались дороже, чем то, что взрастили их с молоком матери, что было у них в генах, в крови. И они ненадежны, запомните, если они предали нас, они предадут и вас. Понимаете? Как-то так. Так, друзья, давайте почитаем ваш комментарий. Я смотрю, троллятина, как обычно, на месте, да. А знаешь, еще Джагар Дудаев говорил, что они хотят выселить дагов с равнины в горы и хотят взорвать ГЭС гора Дагестана, чтобы уничтожить весь их потенциал. Да, это дагестанцы, которые тоже очень сейчас продались, не все, конечно же, но тоже в большом количестве тоже перешли, давно уже служат, убивали чеченцев с особой рьяностью. Они не понимают, что у них нет будущего. Они продают будущее своих детей за сегодняшнюю похлебку, которую дают, чтобы стать теми же холопами в этой тюрьме народов. Виктор Дудаев был прав. Да, Виктор, совершенно верно. Так, спасибо за подарки мне тут, я смотрю. Андро, Амаджоба Генацваля. Есть такой даже мем «Рязанский сахар». Да, абсолютно, Влад. Есть такой мем, и русские все знают. И тот, кто говорит, что не знает, тот, кто идет, ладно, там, гражданский человек, военный человек, у которого есть оружие. Это ж те же самые лица. Не сменилось даже не то, что учреждение ФСБ поменялось. Тот же Путин и тот же Патрушев правят ими. И те же Гиркин, Бородай начинают войну против братьев украинцев. Понимаете? Те же самые люди. И тот, кто берет оружие и идет воевать сегодня против Украины, так вот, вы абсолютно ничтожные люди. Вы вообще, нету среди вас, кто не знает этого. Просто можно может, клинические идиоты есть, которые не знают. Но в основном все прекрасно понимают. И если вы идете, вы не можете называться, что вы за какой-то русский мир, вы за какой-то великий, вот русские националисты, которые первых их скосили, все, их практически не осталось. А некоторые поумнее оказались, русские националисты, не поперли туда. А первые вот эти мародеры, голодранцы, они пошли, их там первыми и зачистили.
уже практически не осталось. Так вот, если вы за русских, то почему вы не за русских женщин, детей с Рязани, с Москвы, Волгодонска, Буйнакска? Там жили российские военнослужащие из Дагестана, и в том числе и, наверное, русские тоже. По фамилиям вроде там были и русские тоже. Я уже не говорю про дагестанских военных, которые, смотрите, как империя стравливает народы. Среди дагестанцев наш братский народ, чтобы было понятно. Но те, кто с оружием приходил к нам воевать, для меня нет разницы между русским оккупантом, дагестанским. Даже у меня к русскому оккупанту меньше претензий будет, чем к дагестанскому оккупанту или другому кавказскому оккупанту, который пришел на нашу землю с оружием в руках. Они затягивают дагестанцев, которые укрывались у нас, политически находились у нас, затягивают их обратно в свою Россию, Чабан-Махи, Карамахи, в Дагестан, потом начинают их уничтожать и зовут чеченцев на помощь. Чеченцы приходят на помощь, спасают их, выводят. Так вот, против этих чеченцев по всем каналам какие-то добровольцы с охотничьими ружьями там выбегают, там местных чеченцев терроризируют, там куда-то едут. Короче говоря, ажиотаж создается, что чеченцы напали на дагестанцев, дагестанцы напали на чеченцев, и в этот момент Россия вмешалась. Россия спасает братский дагестанский народ от вмешательств. То есть России там как будто не было, она вот подошла просто. Хотя вот эти несколько вот этих КГБшных, ГРУшных, военных, там вот этих ополченцев, так называемых, которые якобы были ополченцы, это было все инспирировано для картинки, как мы это неоднократно видели сейчас в Украине, как это Россия делает. И затем дагестанцы якобы прогоняют Басаева, убивают чеченцев, там то много разных кадров, награждают, медали им дают, там Путин их возносит, там туда-сюда. И потом взрывают дагестанские дома, чтобы дагестанских военных, они соседи, они должны нас топить в крови, и вот у них должна быть мотивация, как в Рязани, которые были. Именно не зря же выбрали дагестанский дом с российскими военнослужащими. Если бы, может, гражданские взорвали бы дом, да, где живут гражданские дагестанцы, то, может быть, весь Дагестан поднялся бы. Сказал бы, что вот Дагестан, он дружный, в отличие от другой России. Когда военные просто попрятались, сунули голову в песок, оставили верхнюю часть над землей, и все. И потом дальше что происходит? Самые кровавые людоеды в первые годы войны, вперед выдвигаются дагестанские боевики, российские военнослужащие. Они убивают женщин, они убивают детей, они убивают пленных. Они убивают любого человека, кого заподозрят. Абсолютно жестоко, беспощадно. Один только Гаджиев, генерал чего стоит. Какие жестокости он вытворял. Представьте себе, два братских народа, чеченские и дагестанские народы, которые пришли на помощь, положили своих людей, спасая, много что сделали. Еще больше делается, чтобы стравить, еще ненависть, чтобы была. И потом самые вот наши воины, которые реально принимали участие, знают, кто почем, так сказать, они говорили, самые жестокие. Русские не были такими жестокими, как дагестанские вот эти бандиты, которые пришли на нашу землю. Понимаете? Вот как это преподносится. Вбивают клин между нами. Вбивают клин. А сейчас якобы там какие-то там боксеры, спортсмены там выступают. Представьте себе, узбекская певица что-то говорит в поддержку арабов Палестины против Израиля. Ой, там все блогеры, не все евреи. Евреи тоже находятся под мощной пропагандой. Тоже инструмент. Евреи сегодняшний, Израиль, он не является геополитическим игроком. Он является инструментом в руках геополитических игроков. Это очень важно, как сегодня Кадыров является в руках инструментом у Путина, у ФСБ. И вот эта певица только что-то сказала, свое мнение высказала. Так вот, все блогеры еврейские начали раздувать, мы должны бойкот, не пускать ее в Америку, она антисемитка и так далее.
сидит один, второй дагестанские вот эти бойцы, да, мордобойцы. Вообще абсолютно бесполезные люди. Да, где драться? Каждый день ты на улице же не дерешься. Только так развлекать тебя. Просто посмотрел, да, хорошо дерется. Все, заплатил ему 20 евро. Все, иди гуляй. Все, что представляют себя вот эти спортсмены. Так вот, эти спортсмены рассказывают, как они с оружием в руках, мы хотим воевать против Израиля, дайте нам вперед, Рамзан, пусти меня, там один там возникает и так далее. Их приглашают в Америку, они выступают в UFC, они все прекрасны, туда приходит Трамп, вроде большой друг Израиля и так далее. Эти же вещи нужно видеть, эти же нужно понимать, для чего это делается. Потом какие-то вот эти деятели рассказывают, мы за мусульман Палестины, мы за арабов Палестины, которые убиваются, бедные, страдают и так далее. Они бедные, они страдают. Где война, там горе. Это не отрицается. Но почему тогда эти спортсмены не говорят о дагестанцах, которых потом Россия массово убивала? Массово дагестанская молодежь вырезалась, чеченская молодежь вырезалась, ингушская молодежь, кабардинская, черкесская, все, которые там были, их убивали. Почему ни слова не говорят? Нет, они наоборот друзья Путина. Они тех, кто их вырезал. Так скажите мне, пожалуйста, вот у вас есть, например, брат, там, ребенок, сын, например. Вот его кто-то убивает. Вы игнорируете, ну он вам родной человек, любой, не дай бог, конечно, не дай бог. Ну вот убивают вашего там, вашей фамилии человека, вашего типа, еще кого-то из семьи. Но вы не игнорируете, вы с убийцами вот этих своих родственников вместе зарабатываете бабки. Ну что я могу сделать? Ну да, страшно, меня тоже убьют, но я молчу, хорошо и так далее. Хорошо, молчи. Но потом убивают какого-то арабского ребенка, или арабского мужчину убивают, или женщину арабскую убивают. И ты начинаешь возмущаться. Я хочу сказать вот этим всем UFC спортсменам, всем, вам от самих себя не воняет? Вам не противно себя, так, запашок вы не чувствуете сами себя? Ни слова они не говорят про члена своей семьи убитого, но вспоминают про каких-то там других людей, которых мы еще многого не знаем, как там происходило. Мы не знаем. Мы знаем, что реально зашли, убивали людей, мы много это знаем. А так, то, что делали над кавказцами россияне, я вам 100% гарантирую, хотя все сейчас об этом только и говорят, евреи над ними такого не сделали 10%. 10% евреи над ними не сделали. О том, о чем весь мир сейчас трубит. Просто есть у многих скрытый антисемитизм, и сейчас есть очень возможность, прикрываясь мусульманами, немножко на них наехать. На них высказать свое, и сказать, мы же за мусульман, мы же там это. А все это чушь собачья, это пропаганда, это ложь. К сожалению, от которых страдают евреи тоже, и все остальные народы тоже. Так, друзья, спасибо за подарки, спасибо. Как ты прав, респект, нам все врали. Да, абсолютно, Дим, нам всем врали, не только вам, нам всем врали. Вот в чем беда, понимаете? Если начать вообще изучать вопрос, из-за чего у нас происходит друг с другом конфликты и так далее, мы поймем, что мы просто на ровном месте друг с другом воюем, друг друга убиваем. Просто на ровном месте. Да, какие-то силы зла есть, которые против нас. Вот они нас стравливают. И мы убиваем, а мы говорим об одном и том же. Понимаете? Может, мы на разных языках это говорим, но мы говорим об одном. Мы молимся одинаково. Одному Богу мы молимся. Мы говорим об одном и том же. Но нам рассказывают. Вот у меня был как-то суд. Я участвовал в деле в суде. И после суда, это был человек обвиняемый в терроризме, человек был. Группа была там лиц. И после суда, когда я начал говорить, что в Чечне идет война, это никакой не исламский международный терроризм. Это просто люди, кавказцы, борются за свои права. Что надо подойти как судья, объективно, всесторонне, непредвзято, да, как должен судья подходить к делу. И когда я сказал, судья так усмехнулся и сказал мне,
что вы хотите сказать? Вы говорите, вы мусульмане, он мне говорит, говорите о том, что нет Бога, кроме Аллаха. То есть ваш Аллах, он выше над всеми. И как бы вы сами как бы являетесь теми фашистами, которые говорите, что мы выше, наш Бог выше там, и так далее. И я тогда был немножко шокирован вот этим его заявлением. И я сказал, вы что, не понимаете, вы же судья, вы ведете такой процесс, вы не понимаете, что вы только что повторили пропаганду. Вот в исламе есть такое выражение, да, для того, чтобы стать мусульманином, нужно сказать одну фразу, что нет Бога, кроме Бога. Ла илляха илляллах. Нет Бога, кроме Бога. И Мухаммед посланник его. Но Мухаммед посланник и Иисус посланник. Коран говорит, что и Иисус, и Моисей, и Авраам, и Соломон, и все это были посланниками Божьими. Так вот просто задумайтесь, как нас дурят, как нас обманывают. Нет Бога, кроме Бога. Ла илляха илляллах. Аллах, Аллах. Вот мы слышим две фразы. Ла илляха илляллах. То есть нет Бога, кроме Бога. То есть нет Аллаха, кроме Аллаха. Но нам переводят это. По-русски говорят Бог, а потом говорят Аллах. То есть нет Бога, кроме Аллаха. А хотя должны сказать, нет Бога, кроме Бога. Аллах это значит слово Бог. Все. Или нет Аллаха, кроме Аллаха, если ты так хочешь это сказать, по-арабски произнести имя Бога. Но нам рассказывают, что мы должны быть там, наш Бог выше, ваш Бог ниже, вы такие, вы сякие. И нас так делят. Да, фанатикам мы не объясним это, то, что мы говорим. Есть фанатики, которые не понимают. Но если начать задумываться над терминологией, которая используется против нас. Что говорят иудеи? Вот что говорят они? Они говорят, что есть один Бог. Один Бог. Что говорят христиане? Христиане говорят, есть один Бог. Да, у них небольшая путаница идет, Бог, Сын, Святой Отец и такое. Но при всем при этом, даже когда христианину говорят, ну тогда у вас три Бога. Нет, он говорит, у меня один Бог. Просто это его три разные его лика, три его направления такое. Но это речь об одном. То есть он не отказывается от одного Бога. Он не говорит, да, у меня этот Бог. Нет, он говорит один Бог. Отец, Сын, Святой Дух. Это все в одном, триединое это. Пытаются нелогичное пытаются объединить. Хотя есть христиане, которые говорят, что нет этого триединого, есть Бог и так далее. Это более ранние, менее искаженные, там разные течения есть. Но даже в этом случае они говорят, что один Бог. То есть мы все говорим от одного Бога. То есть Мухаммед, Иисус, Авраам, Моисей, Давид, Соломон и все эти люди, они идут от Ноя, от Сима, от второго сына Ноя. И все они говорят, что Бог один. Ислам же говорит, что все, вот и Моисей самое много раз упоминаемый в Коране посланник Бога. Представьте себе, Мухаммед с большим уважением, большим высочайшим почтением относился к Моисею. И в хадисах, и в Коране, там везде упоминается. Про Ноя то же самое говорит. Мы все говорим об одном и том же, люди, поймите это. Мы все говорим об одном и том же, но есть какие-то силы, которые хотят нами управлять. А управлять как? Когда мы друг другу верим, доверяем и уважаем, так не получится. А вот когда нас стравливает, вот тогда, да, вот тогда можно нас как угодно стравливать, использовать и так далее. Вот такие вот дела, друзья. Сейчас. Просто истребляют все нации. Ну да, возможно и так.
Все верно, нужно искать точки соприкосновения. Абсолютно точно. И знаешь, знаете, так, я вас потерял, ваш ник. А, точки соприкосновения, то, что Григоренко, по-моему, да? А, знаете, это самый страшный сон для тех сил зла, когда мы начнем искать точки соприкосновения. Когда мы будем отбрасывать, мы люди, у нас у всех две руки, две ноги и одна голова. У некоторых ее нет, к сожалению. Есть, но иногда пустая. И это самое страшное. Самое страшное для них, когда мы начнем объединяться, когда мы не будем себя делить по религиозному принципу, по национальному признаку, по расовому признаку. Мы все люди. Зачем мы должны друг друга убивать? За что мы должны друг друга убивать? Для того, чтобы какие-то сильные мира сего еще сильнее стали? Чтобы они еще богаче стали? Не понимаю, да. Нам это не нужно точно. Да, ты прав, чтобы управлять людьми. Да, Шахин, абсолютно так. Так. Давайте, вопрос у нас идет в чате. Мы уже больше часа в эфире. Тотальная мобилизация или тихий донабор продолжится? Такой был у меня вопрос в чате в YouTube. Проголосовало 308 человек. Друзья, присоединяйтесь. Это несложно. Один клик, и мы узнаем ваше мнение. Тотальная мобилизация 27% говорят. Тихий донабор продолжится 44%. И бунт против Кремля 29%. Проголосовало 310 человек. Сейчас на данный момент около 300 смотрят. Но он прыгает. Видимо, троллятину нам сюда запускают. То 300, то 800, то 500. Вот так прыгает у нас цифра в YouTube. В ТикТок держится стабильно. Я так полагаю, что здесь ТикТок особо перед китайцами российские спецслужбы побаиваются. Поэтому здесь они аккуратненько пытаются себя вести. Так. Ты из страны НАТО вещаешь? Да, я вещаю из страны Германия. Знаешь такую страну? РФ распадется на Мокшляндию, Випсляндию, Поволжье, Кавказ и Сибирь. Ну, я думаю, вообще-то, возможно, и нет. На Западе не хотят развала, понимаете? Я думаю, ФСБ полностью стоит на коленях перед Западом, перед США. И они делают все, что им говорят. Да, они попробовали, влезли, их за пятачок схватили. И теперь они не знают, как себя вести, просто людей поддерживают в этом состоянии. Их задача, чтобы украинцы выдохлись. К сожалению, в Украине есть силы на самом верху, к сожалению. Те, кто играет в эту игру, продолжают играть вместе, чтобы украинцы выдохлись, чтобы нужно как можно больше погибло украинцев, и тогда вот украинцы скажут, ну все, давайте будем договариваться и так далее. Поэтому вот такая вот, к сожалению, ситуация такая, и понимая, что они не могут справиться, они тянут время, пытаются выиграть время. Ну, вот такая вот ситуация идет. Поэтому здесь на Западе берут от них все. Сирию сдал, ну относительно, конечно. Армению сдал. Что там сдал? Ну, все сдает, все, что может, Путин скидывает потихонечку. Чукотку, я думаю, сдал. Вот то, что они встречались на Аляске. Ничто иное, как то, что Чукотка, которая связует там, через Берингов пролив с Аляской. Потом идет Якутия. И вот эта Чукотка и Якутия, скорее всего, перейдут под управление Америки.
когда все это будет, часть это будет отобрана, но развала такого они не допустят, такого развала. Они хотят взять все, Китай обязательно заберет себе часть Сибири, часть там других территорий. Все вот эти новоруши, КГБшники, там, миллиардеры, там всякие, они останутся при своих деньгах, ну, по крайней мере, так планируют, немножко похудев, правда. Ну, на самом деле, хоть и население России нищает, но при всем при этом миллиардеров в России появляется больше. Что как-то странно, наверное, да? На первый взгляд, казалось, должно было бы вроде быть наоборот все. Нет, все работает, да, все зарабатывает дальше. И то, что, и вы, наверное, помните, какой-то период Илон Маск начал показывать нам какие-то подземные, он там делал туннели, где машина будет со скоростью там большой пролетать под этому туннелю и так далее. Так вот, как раз там, между Чукоткой и Аляской, скорее всего, будет проведен подземный туннель. Откуда будут все эти ресурсы прекрасно, быстро перетекать в Аляску, оттуда дальше уже на американский континент, да, в целом. Вот как-то так. Сколько газ там в России сейчас стоит? Я не знаю, я газом не пользуюсь. Машина на дизеле, плита электрическая. Израиль тоже не хочет развала РФ. Думает, что Парашка сдерживает мусликов и турков. Ну, конечно, мусликов называть, конечно, не очень хорошо. Но если Израиль не хочет развала РФ, я не знаю, насколько это соответствует действительности и вообще какую роль может сыграть Израиль. Если, например, американцы не хотят развала, то я думаю, и Израиль не захочет этого. Или англичане этого не захотят, то Израиль этого не захочет. Так, ну, все чушь собачья. Россия сдерживает 7 октября, и террористы Хамас – это детище советских еще спецслужб. Все это прекрасно понимаем. Но какие-то силы в Израиле, блогеры, не ругают россиян, даже Нетаньяху говорит, что Путина не трогаем, типа наш чувак. Дает понять, что это его чувак. Я думаю, да, у них там уже повязаны они, наверное, и коррупцией, и всем остальным уже много-много лет, как бы оба у власти находятся. Но виновником 7 октября и бенефициаром 7 октября, конечно, была Россия. Конечно же, был Путин. И это была задача отвлечь внимание от Украины, всего мира, что вот сейчас Израиль бьют, мы должны все поддержать Израиль, и переключились бы все туда. Вот кто такая Россия. Российское оружие, российская пропаганда. Вот просто даже больше ничего не нужно. Дальше другого доказательства. Здесь, в Европе, находится огромное количество, ну, относительно, конечно, огромное, может, несколько десятков или сотен российских агентов, чеченоговорящих. Так вот, эти агенты, по ним было видно, как они провоцировали против, когда 7 октября Израиль только получил этот удар и собирался ответить. И в этот момент нужно было собрать силы против Израиля. Весь мир нужно было собрать против Израиля. Так вот, весь мусульманский мир, если вы обратите внимание, не стал против Израиля. Европейцы больше против Израиля, чем мусульмане. Дело в том, что мусульмане понимают, что 7 октября это была провокация, и Израиль должен был пресечь эту попытку. Да, может быть, не так жестко, как он это сделал, но как сделали, так сделали. Есть претензии, это пускай юристы разбираются. Но по факту мусульмане поняли, что Израиль на самом деле пострадал. Это был акт геноцида, самый настоящий акт геноцида. И я тогда поддержал Израиль. Но потом мне фактически предложили отказаться от всех мусульман. Хотя не мусульмане призывали. И здесь, в Европе, выходили с ичкерийскими флагами, а я уже здесь
10 лет живу здесь, в Европе, и нахожу на митинги, постоянно хожу с флагами, и не выходили эти люди с ичкерийскими флагами. Так вот, на арабские, палестинские, арабов Палестины флаги, на их акции и митинги начали уходить люди, которых я вообще никогда не видел здесь, в Европе. Это агентура российская. Они таким образом нашу Ичкерию туда приписывали. И призывали, идите на Израиль, идите, вон Чимаев призывал и так далее. И ни один до сих пор еврейский блогер не сказал про Чимаева, сказал, почему он это делает, ни про Хабиба Нурмагомедова не сказал, ни про других там ничего не сказал. Почему так? Почему так? Если они призывают с оружием идти, почему об этом не сказать бы? Почему про какую-то певичку говорят узбекскую, а про этих не говорят, которые с оружием призывают войти, воевать и так далее. Но ни один чеченец не пошел. Ни один. Это очень хорошо показывает, что мы не участвуем в этом. Нам это не интересно. Там воюют даже не Израиль и арабы. Не говоря уже мусульман. Мусульмане вообще, мы чеченцы к этому, не индонезийские мусульмане, не какие-либо другие мусульмане к этому не причастны. Воюют. Был большой Советский Союз и Запад. И вот тогда вот противовес создали, вот место боестолкновения, место точки соприкосновения, создали вот этот конфликт, который давным-давно был бы решен. Давным сохранились бы тысячи жизней, и еврейских, и арабских, всех. Но его не решали. По какой-то причине, значит, надо так было. И сейчас этот вопрос решили закрыть. Ну, каким кровавым образом закрыли? Что с еврейской стороны, что потом с арабской стороны. И когда мусульмане не поддержали, вышли русские. Посмотрите, как они, ролики. Я об этом говорил, мои зрители не дадут соврать. Я говорил, что они уже глубинно подходят, что детей кровь пьют евреи. Там какие-то ритуалы приносят, там еще ужас просто. Просто с доказательствами, в кавычках. Какие-то там научные там, факты там туда-сюда. Чушь собачью. А антисемиту приятно, ему доказательства не нужны, сидит, слушает, наслаждается. Это большая политика, большая грязная политика, которая ведется. И мы все здесь оказываемся инструментами. И нам пытаются сказать, либо ты перестань. И все, а еврейские разные блогеры, и не только блогеры, начинали говорить про всех мусульман. Так мы при чем здесь? Я лично при чем? Я мусульманин и останусь до конца своих дней таковым, единобожником. Как был от пророка Ноя, мы все нохчи, так и будем такими же. Больные, что ли, от религии будем отказываться, от своей культуры будем отказываться. Вы, может, какие-то карьеры делаете, бабки зарабатываете, а мы выжить пытаемся, просто сохраниться как этнос. Потому что над нами ведется, вот над евреями ведется большой эксперимент. Вот такой же эксперимент, еще хуже, ведется над чеченцами. И очень давно. И эти силы зла на земле хотят вот искоренить нас. Слава Богу, им не получится у них. Слава Богу. Да, Аллах. Как-то так, друзья. Вот как нас стравливают. И мы не должны на это поддаваться. Бог единственный, у всех казна разная. Абсолютно, Карен, абсолютно. Сколько кремлевских ботов повылазило, капец. Да, Александр, вот нас удостаивают такой чести, что кремлевские боты выделяются деньги только чтобы нас заткнуть. И это при том, что на территории фашистской России наш канал запрещен уже 7 лет. Через полгода, год, как я его открыл, он уже был запрещен. Монетизация убрана. Нет, монетизация через полгода, год, чтобы не было везде. А потом они по постановлению Роскомпозора запретили мой канал. Меня объявили террористом, иноагентом и экстремистом. И мою правозащитную ассоциацию, немецко-чеченскую, Human Rights Center Ичкерия, точно так же признали экстремистской. Но это говорит о том, что мы делаем свою работу правильно и качественно. Потому что мы имеем дело с абсолютным беспримесным злом. Абсолютным злом. Понимаете? И дай Бог, что все будет
как должно быть. Друзья, я на этом свой стрим закончу. Подведу итог нашего голосования. Проголосовало 391 человек. У вас есть еще время, уже 392 проголосовать, вы еще успеете. Тотальная мобилизация или тихий донабор продолжится, был такой вопрос. Guten Abend, Бандеровка, приветствуйте. Тотальная мобилизация, ответили 27%. Тихий донабор продолжится, 45%. И бунт против Кремля 28%. На этом я свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Завтра у нас понедельник. Я постараюсь обязательно завтра тоже выйти в эфир. Приблизительно в это же время. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Дайл Мула. Ночи Амдинаду. Хираду. Всего хорошего. До свидания. Слава Грузии. Нашему братскому грузинскому народу. Адикёль Машоль. Всего хорошего. До свидания, друзья. Так. Сейчас я завершу.